Ну, по термину черкес можно сказать, что, но опять-таки можно сказать, исходя из того, что вот прочитаешь, из содержания источников, в первую очередь из анализа системы словоупотребления средневековых авторов, мы можем сказать, что в основе термина косо, косак, кошак, кашк там, и так далее лежит слово кас. Что оно означает, я не знаю. Это что-то древнее, это не обязательно адыгское, это кто-то мог так назвать древний адыгский коллектив, а тот, кто это так назвал, он, может быть, был бесписьменным народом. И этого народа уже нет. Поэтому, ну, в общем, эта тема, конечно, невозможно прям совсем ее раскопать, наверное. А термин «кас», по всей видимости, является основой для термина «чаркас». Потому что мы привыкли «черкес», через «е» произносим, но, так сказать, изначальные все написания, они идут через «а», «чаркасы» и для генуэзцев, для первых италийцев, которые здесь появились, и для арабов, и так далее. Это идет вот такая гласовка: чаркас, джаркас, там, и так далее, чиркас. То есть первое идет потом в основном через чир, черкас, но кас всегда присутствует. Наверное, они генетически связаны, черкас, и потом здесь они и ареально связаны, потому что касами называли восточные народы. Восточные не обязательно арабо-мусульманские или кочевнические, это и русские, потому что русские были связаны с государственной традицией прочно и вообще контактами культурными, военно-политическими с хазарским каганатом, и хазары называли, ну так скажем, адыгов касами, не зихами. Соответственно, вот язык хазарской канцелярии, он, ну, это имперская такая традиция, она определяет же представление многих народов, которые общаются вот в рамках этой империи хазарской. Она распространилась в том числе и на русскую, потом уже письменную традицию, и мы видим, что в русских летописях нет ни одного примера использования термина «зихи», всегда только «косоги», как вот арабы только называли кошаками, Тамасуди самый известный пример, но не только, а русские летописцы косогами. А западная традиция только термин «зихи». Соответственно, это синонимы. По моему глубочайшему убеждению, здесь не надо искать неких Косожский племенной союз, ищут многие исследователи, пытаются найти территориальное ему место, археологически вычленить группу памятников. Это, по-моему, ну, попытки основаны на неверном трактовании источников. Очевидно, что это синонимичные термины, и позднее эта синонимичность, она и в позднем Средневековье мы видим, что западные народы по-прежнему именуют зихами, а восточные народы именуют черкасами, шаркасами, джаркасами там, и так далее. И здесь, да, ясно, что зихия, если мы ее понимаем в пространстве, и не только вот мы, это же большая традиция, уже восходящая к грандам кавказоведения, Гадло, там, и до него это было сказано. Внутри зихи наверняка были территориальные, локальные особенности и какие-то племена, потому что очевидно, что постмиотское население, оно не исчезло, оно включилось в этот зихский племенной союз. И там те, кто был до этого, я не знаю, керкетами в античное время, они тоже туда вошли. Там. Более того, туда вошли и какие-то готы, которые переселились под давлением гуннов из Крыма, готы-тетракситы. Хотя до тетракситов первые, кто зашел, это еще, получается, перед эпохой великого переселения народа, ее по-разному можно датировать, но если датировать от походов Аттилы, это конец IV века, а если начать с готов, то раньше, да, там в районе 200 года, 250 года уж точно. И вот там не готы, а как бы юты.
Ситуанского полуострова, с Кимбрского полуострова. Но это могут быть они прямые готы, родственники готов, неважно, но они были включены в готскую миграцию при Черноморье, и они зашли. И отсюда евдусиане. Вот эти эдусы – это юты, не готы. А потом еще готы к ним, собственно, основной массив германский добавился, готы, тетракситы. И они потом никуда не исчезают. Могильник Дюрсо, ранний этап, считается готским, а потом он вырастает в зихский. И они стали, видимо, одним из племен Зихи, ассимилировались и так далее. Таких включений могло быть много. Такие локальные включения могут быть там, допустим, и венгерские археологи Альфьольди, Пардуц там связывают с Ярославским могильником, вот здесь на Фарсе, на полпути между Лабинском и Майкопом, что это мадьярский могильник, если не ошибаюсь, 9 век. И здесь мы видим, что да, внутри могут быть особенности, но они не до такой степени масштабные, чтобы западные, ну, такие очень редкие в то время, мало же источников, это раз в 100 лет кто-то там. Не, писали-то много, но сохранилось мало из раннего средневековья. Чтобы они замечали, что здесь что-то такое. Вот можно говорить о том, что да, Папагия это некая область внутри Зихии, но вот Косоги это Зихия есть Косоги. И вот потом вот эта традиция, она в XIII веке, как по эстафете, она передалась вот уже в эту систему, которая потом до XVII века, она так и существовала, по сути дела. А это очень четко видно. В одном нотариальном документе один и тот же раб назван и зихом, и черкесом. Это сразу, прям первые же документальные отчеты, когда вот была Кафа построена, когда пошли нотариальные акты, не только связанные с рабством, с любой деятельностью, там, соперничество на море, хлебный экспорт, просто политические контакты с князьями и так далее, это синонимы очевиднейшие. А внутри, да, внутри могут быть княжества, протокняжества, но в источниках они еще не освещаются. Потом только гораздо позже они стали освещаться в 15 веке. Иосафат Барбара то, что написал, что внутри Черкесии есть Кремук, там, сабайцы. Вот эти сабайцы, они дожили до 19 века. Сабаи-Пшхар – это сабайские князья внутри Хатукаевского владения, как владение внутри владения, да, шляхошлешское такое. А у шляхошлешев был мощный статус, это, видимо, доиналовские князья, потом просто на ступеньку ниже опустились, а Тазартуковы, по моему мнению, тоже такие бессинеевские правители до формирования Бессинея, до того, как Коноковы стали инолиды править Бессинеем, они правили, скорее всего, Тазартуковы. И в Кабарде выделяются там мощнейшие фамилии Кудинетовы, Анзоровы и так далее. Поэтому вполне возможно, что вот генезис княжеств, он так и происходил, что существовали уже в период, когда в источниках нет известия о княжествах, но страна-то, пространство уже достаточно большое, не может быть оно полностью унитарным. Там институт старшего князя был, но внутри были княжества уже. Протокабардинское было, прототимиргоевское, прото такое-сякое, они уже были. Это вот что касается этнонимии. Ну, еще возвращаясь к теме черкеса, значение этого экзоэтнонима, так скажем, вот чар и каз или черкес, вот значение этих слов, перевод, или какой язык, откуда, кто, какой народ называет? Если мы воспримем... Вот, отрезающий путь, говорят, допустим. Ну, это все просто объяснение. Всегда человек хочет объяснить, дать какие-то этимологии, но дело в том, что вот опять-таки, вот если мы скажем, что первая фиксация – это сокровенное сказание монголов этого термина, это примерно, ну, в китайской иероглифической традиции созданный памятник, но тем не менее это монгольский памятник. Памятник монгольского языка, и там большая историография, но я склоняюсь к тому, что все-таки это того времени памятник. Памятник монгольской экспансии, как бы, расцвета, 1240-е годы. И если первая фиксация, и об этом и Волкова пишет в этнонимах своих, это связано с этим памятником, то получается, что некий, ну так, в кавычки возьмем, генеральный штаб, да, Чингисхана, там в каком-то 1221 году, еще находясь в Центральной Азии, они
проводят совещание, на котором, так сказать, говорят, что мы должны захватить 11 стран и народов на Западе. И перечисляется вплоть до Венгерского королевства. И всегда дважды это идет список, этот сюжет воспроизводится. Сначала как планы, а потом как вот отчет, что да, мы пошли и сделали. И идет такая троица всегда, это потом во всех монголо-тюркских источниках, аланы, черкесы, русские. Вот так вот. Это вот непосредственно пояс, да, в Восточной Европе. Значит, в принципе, мы можем предположить, что монгольская элита, не контактируя с черкесами, живя в Монголии, знала о том, что где-то там есть достаточно значимые этнические государственные образования, такие как аланское, черкесское и русское, которые достойны того, чтобы, так сказать, пойти их и завоевать. То есть они уже существуют. И они уже маркируются как черкесское. Вот это закономерный переход Ч в С в тюрко-монгольских языках существует. Чаркасут, ут это множественное тоже в монгольском, фактически Саркасут вот этого памятника, Иоанн Чалабиш, сокровенное сказание, Саркасут это Чаркасут должно читаться, и Поль Пелио, специалист по монгольскому языку, он это совершенно четко показывает. Ну, соответственно, откуда могли в 1221 году, так сказать, монгольские военачальники знать, что есть Черкесия и черкесы? Логика подсказывает, что, скорее всего, они это знали через посредство кипчаков. И тут тупик, потому что кипчаки бесписьменная культура, государство как таковое у них не сложилось, это был конгломерат кочевнических объединений, достаточно эфемерных. Ну, в общем, здесь уже сослаться не на что. Либо через персидское посредство, тоже реально вполне. Потому что персидские купцы, они были и в Китае, они были всюду, и, в общем, они могли быть связующей этой нитью. Но памятников летописи XII века персидских, в которых уже есть Чаркас, у нас нет. Опять-таки тупик. Ну, может быть, они есть, но не зафиксировано. Вот в северокавказской историографии не введен в оборот персидский памятник письменный, какое-нибудь житие там, какого-нибудь выдающегося человека там, описание правления кого-то, либо просто некая летопись, где было бы Чаркас. Вот этого нет.